Собака лает, караван идет. Когда Торвальд. Мы не хотим отделяться от Беларуси. Дагаляются фронты. В семье не без урода. Апошняя з магиканов. Витебск находится в интересном положении. Якая альтернатива? Все меньше будет было, все больше станет есть. Здароўкі! Вы слухаеце падкаст «Глыбінны народ» Цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны, наадварот, крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Евген Меркіс. Паехалі! Скіроўваемся на поўнач. Пра горад на Дзвіне, шыкоўны Віцебск, сёння пагамонім з тутэйшай актывісткай ды валанцёркай грамадскага аб'яднання «Хрысціянская садружнасць дарослых і маладых» Евгеніяй Падшэпка. Прывітанне, Женя! Привет, Женя! Тыповае пытанне, з якога мы заўжды зараз пачынаем, бо гэта, хутчэй за ўсё, хвалюе большасць беларусаў зараз. Як горад перажыў пасля жнівеньскія падзеі, у чым, можа быць, нейкія адрозненні былі ў параўнанні з іншымі гарадамі? Город пережил, и на этом можно поставить точку, потому что наверное, каждый переживал это субъективно, по-своему. Представители молодежи особенно, представители, например, госслужбы как-то по-другому. Мне кажется, что мы пережили это с трудом. Все вместе мы пережили это с трудом и до сих пор переживаем, потому что процесс не завершился, и есть ощущение того, что мы еще находимся в этом процессе. Хотя активных действий сейчас никаких не производится. У прынцыпе, зараз уся краіна збольшага залегла у пэўным сэнсе на дно, усе чагосьці чакаюць, некаторыя не чакаюць і ўжо зараз актыўна з'язджаюць перад навалай рэпрэсіяў. Як у вас наогул рэпрэсіі, наколькі моцна яны паўплывалі на горад і асабліва на трэці сектор? Если говорить про какие-то действия, связанные с политической позицией, то в третьем секторе есть ряд изменений, какие-то проекты не продолжаются, которые были совместно с властями и активистами. Некоторые проекты все равно работают, несмотря на политическую повестку. Часто активисты находят какой-то свой путь невмешивания в политику, а некоторые не могут этого найти. Но мне кажется, больше репрессии коснулись сферы бизнеса, то есть многие кафе, какие-то заведения были закрыты. Многим удалось открыться, но не всем. Например, наш любимый культовый Торвальд не пережил события и закрылся, судя по всему, навсегда. Да, шкода, Торвальд, файное место. Да, мы грустим. А насчет отъездов, знаешь, у меня в прошлом месяце был день, когда два очень близких друга и один бизнес-партнер сказали, что уезжают из Беларуси, и вот все уже в процессе отъездов. Кто-то уже уехал, кто-то в процессе, поэтому уезжают более чем раньше, и от этого еще больше становится грустно переживать события и находиться здесь. Вот так, депрессия это вельмі знаёма, калі з'язджаюць калегі, сябры, тым больш гэта яшчэ наганяе трохі страху, таму што, так бы мовіць, агаляюцца франты, калі улады звычайна хочуць кагосьці ўзяць, то застаюцца толькі апошнія з магіканаў, таму гэта адчуванне мне, відаць, знаёмае. Наколькі актыўна у вас раней была, да жніўня атрымліваецца, ўзаемадзеянне з гарадскімі ўладамі? Наахвотна ішлі на кантакт, таму што сітуацыя насамрэч у розных абласных гарадах і больш дробных адрозніваецца, хоць нам заўжды здаецца, што Беларусь жа такая краіна, дзе ўсё паўсюль аднолькавае, но насамрэч атмасфера і прынцыпы супрацы розняцца ад горада да горада. Да? Тое, што можна сабе дазволіць у нейкім Магілёве, звычайна у Гомелі альбо Пінску не атрымлівалася зрабіць. Як у вас было ў Віцебску? Мне кажется, это одна из особенностей Витебска в том, что наши представители власти города шли на взаимодействие, и в целом мы отличались налаженной коммуникацией. Просто, знаешь, это все сейчас так остро, потому что, лично переживается. С одной стороны, мы с ними взаимодействовали, а с другой стороны, сейчас-то не взаимодействуем, и от этого очень грустно. То бок не вітаюцца на вуліцы і не ціснуць руку, да? Нет, на улице здороваются, но, знаешь, одно дело держать мину и какие-то культурные нормы соблюдать, а другое дело то, как они ведут себя в целом, подписывают ли письма поддержки, планируют ли какую-то совместную деятельность. Раньше в Витебске мы хорошо взаимодействовали с госвластями, коммуницировали и делали совместные проекты. И да, Глушин Виктор, который был представителем БРСМ, а потом стал заместителем председателя горосполкома, охотно всегда шел на контакт, и всегда можно было к нему
обратиться. На самом деле сейчас в рамках неполитических каких-то проектов и с теми, кто не был вовлечен активно в события августа, власти продолжают взаимодействие. Например, у нас сейчас есть инициатива по уборке Большой Любавической синагоги, вернее, что от нее осталось. Волонтеры вот этой инициативы недавно ходили в горосполком, взаимодействовали с Виктором и планируют и уборку, и проводили круглый стол, на котором тоже были представители горосполкома, потому что эта тема, вне политики. Есть люди, которые более вовлечены были в августовские события и, соответственно, где-то публично засветились, поэтому с ними сейчас де-факто взаимодействие вестись не планируется. Хотя де-юре никакого официального ответа или какого-то там письма о том, что с вами мы больше не взаимодействуем, нету. Еще у нас был такой кейс в феврале на Витебском телевидении. Снимали передачу пробную, такую дискуссионную площадку создали, где были представители госструктур и представители НГО. И они взаимодействовали, общались на тему гражданского общества. Что такое гражданское общество, как оно развито у нас, какие перспективы и так далее. Было снято 2 передачи. Одна передача вышла по телевидению, но в YouTube выложена не была, и вторая на телевидении не вышла. Что может сказать о том, что попытка была принята хорошая, но не сильно результатная? Як бы ты характарызавала ў цэлым настрой гараджан зараз, якая атмасфера пануе ў горадзе, чым наогул жыве зараз Витебск? Знаешь, сложно оценивать среднюю температуру. Могу рассказать о своих ощущениях и то, что вижу я. Да, мне кажется, что это легкая подавленность, которая разбавляется тем, что все-таки приходит весна и надежда на что-то лучшее и светлое. И в целом весна — время пробуждения, поэтому не так грустно, как было в феврале. Но так как в целом атмосфера подавленности есть, то она никуда не ушла. И в целом, знаешь, город в связи с коронавирусом, в связи с августом, мне кажется, в связи с многими факторами, живет не той активной жизнью, которой жил раньше. Мне кажется, что вот в прошлом феврале мы с девчонками завели телеграм-канал «Некуда пойти», где постили афишу мероприятий, и мы так в шутку назвали. Обычно говорят, что в Витебске некуда пойти, а вот вам ответ, что все-таки есть у нас мероприятия, есть места. По-моему, в марте или апреле мы телеграм-канал этот закрыли, потому что действительно стало некуда ходить. Да? Пришла корона, мероприятия отменились, и мы написали, да, теперь официально некуда ходить, поэтому, простите, мы ничего не постим. Буквально пару недель назад мы возобновили наш канал, но находить контент, находить какие-то интересные мероприятия стало значительно сложнее. Какие-то места закрылись, некоторые НГО больше не проводят то, что проводили, и как-то теперь вот действительно некуда пойти, хотя мы все равно находим интересные мероприятия. Было бы желание. Атрымліваецца, на беларусаў адразу 2 страшныя навалы такія накаціліся. З аднаго боку палітычныя падзеі, з іншага боку яшчэ і эпідэмія, і незразумела, што зараз з усім гэтым рабіць, калі скончыцца першае альбо другое, рэпрэсіі, ціск на грамадзянскую супольнасць. І з іншага боку, да, калі па медыцынскіх паказаннях людзі перастануць баяцца, бо ёсць такое адчуванне наогул, што нават калі ўсе зробяць вакцыну, то псіхалагічна людзям спатрэбіцца яшчэ некалькі год, каб вярнуцца да той адкрытасці, той актыўнасці, которая была ранее. С одной стороны, да, с другой стороны, в этом контексте Беларусь — это не Европа, и у нас не было жестких ограничений, и, по сути, действительно боится коронавируса не такое большое количество людей. И в целом ощущается жажда мероприятий и желание людей общаться. Если зайти в общественный транспорт, то маски носят уже 20%, если не меньше. Те, кто организуют эти мероприятия или занимались этим, как-то больше боятся короны и не хотят брать на себя ответственность по сбору этих людей, которые бы, скорее всего, пришли. Слухай, мне тут прыгадалася якраз такі ў сувязі з тым, што усе прагнуць актыўнасці. Пасля жніўня быў вялізны рост лакальных супольнасцяў у грамадзянскую дзейнасць, актыўнасць уцягваліся тыя, хто звычайна маўчаў проста праз дваравыя чаты, і ў той самы час, калі ўжо такія НДАшкі са стажам пераставалі рабіць нейкія свае ініцыятывы, сваю нейкую дзейнасць ладзіць, дваравыя чаты
чаты супольнасці паўставалі, новыя нейкія арганізацыі? Як у вас з гэтым было? Честно, я не могу сказать, что в Витебске сильно вырос уровень гражданской активности после августа. Мне кажется, большой рост был в связи с ковид и вот этой всей инициативой Buy Help, помощи врачам, обеды врачам и так далее. То есть вот тут, да, тут ощущалось, что действительно люди, которые не были раньше вовлечены, не знаю, ездили на своих машинах и возили обеды, собирали маски и развозили их по больницам. Здесь, да. После августа не скажу. Возможно, появились какие-то локальные сообщества, которые мы потом видим на фотографиях в телеграм-каналах ночью с флагами. Я не вовлечена в эту деятельность, поэтому не могу ничего сказать, чтобы какие-то мероприятия или какие-то проекты или инициативы именно в связи с этим я не заметила, к сожалению. Будем спадзявацца, што ўсе гэтыя начныя партызаны потым пры лепшых і больш спрыяльных умовах все ж таки канвертуюць сваю актыўнасць і ў іншых нейкіх сферах. Так што fingers crossed, як кажуць англічане. Слухай, хацеў з табой абмеркаваць славянскі базар. Як ты лічыш асабіста, гэта нейкае татальнае зло ці ёсць нешта пазітыўнае в плане ўздзеяння на горад у гэтым? Для меня славянский базар — это просто мероприятие, которое ежегодно проходит в Витебске и на которое приезжает много людей. Поэтому я стараюсь уезжать в это время из города, потому что по центру передвигаться неудобно, на велике ездить неудобно, шумно. Я еще живу сейчас возле амфитеатра, поэтому я стараюсь уезжать куда-нибудь. Но в целом, мне кажется, есть какие-то экономические выгоды, потому что действительно люди приезжают, привозят денежки и тратят их здесь, поэтому есть плюсы. Плюс есть в последнее время попытка омолодить славянский базар, проводить какие-то открытые неформатные площадки. Фестиваль на Семи ветрах — это театральный фестиваль, который проходит на улице в центре города. Какие-то площадки с музыкантами, и это хорошо. Но в целом я не целевая аудитория данного фестиваля, поэтому ничего не могу сказать. Здесь для меня, например, более интересным является мероприятие AFMC. Это фестиваль современной хореографии, который проводится где-то столько же по времени, если не больше, как славянский базар, и оно более интересное и более неформатное. А славянский базар — это история для, мне кажется, людей среднего возраста и старше. Ну, все ж таки у светлай файнай Беларусі будучыні, калі бы цябе залежало прыняцце рашэння, што б ты зрабіла са славянскім базаром? Честно, я бы оставила славянский базар, выделила целевую аудиторию этого мероприятия и работала бы на них, а еще бы проводила другие мероприятия для другой целевой аудитории, более открытые, неформатные, андеграундные и так далее. То есть не единым славянским базаром живы. И было бы круто, если бы подобных мероприятий было больше, и они были более разнообразны. Ну, это таксама такая тэма пра міфы і стэрэатыпы пра Віцебск. З якімі з іх табе асабіста даводзіцца змагацца, з чым ты не згодная, альбо наадварот згодная? Мне кажется, что наше расположение Витебска, да, мы граничим с Россией, часто говорит людям, говорит в кавычках, о том, что мы являемся какими-то здесь пророссийскими и с удовольствием бы перешли в состав Российской Федерации, что, безусловно, является мифом и очень бесит. Несмотря на то, что я говорю по-русски, я чувствую себя белорусом, и все мое окружение тоже. Нет, мы не хотим отделяться от Беларуси и переходить в состав России. Да, мы такие же белорусы, как и жители Бреста или Гродно. И да, в Витебске тоже говорят на белорусском языке. Гэта супер чуць, але асабіста я проста калі размаўляў на гэтую тэму, то часта мы сходзіліся ў меркаванні, што з там трох усходніх абласных гарадоў Витебск такі можна было б лічыць больш прарасійскім за кошт менавіта актывістаў. Менавіта з вашага горада ўвесь час былі паведамленні аб стварэнні нейкіх ініцыятываў, аб правядзенні нейкіх акцый, аб нейкіх мясцовых такіх, можа быць, трохі фрыкаватых на знешні погляд актывістах прарасійскіх. Все ж таки нейкі актыў атрымліваецца ў горадзе ёсць, тое, чаго няма ў іншых гарадах. Знаешь, в семье не без урода. Среди активистов есть люди разной направленности. И да, у нас есть подобного рода активисты, но мне кажется, вся их деятельность направлена только на сотрясание воздуха и личную выгоду. И мне, конечно, грустно, что в Витебске есть такие люди. Если честно, собака лает, караван идет, поэтому мы со всей Беларусью все-таки. Это вельми рада. Какие еще, может быть, мифы и стереотипы? Еще, знаешь, мой личный какой-то стереотип, который меня огорчает. Иногда приезжают в город какие-то друзья, знакомые, ты проводишь экскурсию,
экскурсию какую-то или просто ходишь по городу и рассказываешь, и все чаще начинаешь говорить: вот здесь было это, а вот тут было вот так-то. Такое-то мероприятие здесь проводилось, такая-то активность здесь реализовывалась, которой сейчас нет. И вот мне очень не хочется, чтобы Витебск превращался в город было, когда многие инициативы или площадки закрываются, на их месте ничего не появляется, и от этого становится прям отчаянно грустно. В общем, я надеюсь, что Витебск имеет перспективы, здесь будет что-то открываться и проводиться, поэтому все меньше будет было, все больше станет есть. Но знаешь, про стереотипы, наверное, надо спрашивать тебя. Какие у тебя есть стереотипы? Слухай, Витебск, паўночны горад культуры, Марк Шагал, што яшчэ, горад вятроў. Для мяне вось гэта было вельмі дзіўна ў свой час даведацца. Горад, который вот славіцца сваім базарам, але што гэта да канца не зразумела, таму што я, як жыхар іншага горада, увесь час бачыў, адчуваў базар славянскі толькі праз тэлебачанне, праз СМІ. Паведна, вось нешта такое. З іншага боку, вельмі мяне абрадавала ў свой час, што у вас былі цэнтры сучаснага мастацтва, што у вас вось гэты накірунак вельмі актыўна развіваецца. Бо, напрыклад, Гомель, у которым я жыву, вось нам бракуе сучаснага мастацтва. У нас няма ніводнай галерэі сучаснага мастацтва. У вас былі цэнтры і актывісты, вось такія нейкія стэрэотипы. Да-да-да, но те стереотипы, которые ты назвал, это такие, знаешь, позитивные стереотипы, я их могу подтвердить. Действительно, я ощущаю Витебск культурным городом, и вот этот бренд «Город художников», он поддерживается, и у нас в Центре современного искусства есть несколько площадок, несколько выставочных мест, есть арт-центр на Толстого 7, это целое здание двухэтажное, старое, которое отдали под разного рода художественные выставки, и это очень круто. Была попытка сделать это место демократичным и свободным. Получилось или нет, судить скорее зрителям, но классная площадка. И есть еще новый открывшийся музей Витебского народного художественного училища. На улице Шагала находится. Это тоже такой классный музей современный. Там почти нету каких-то картин, но много экранов, каких-то электронных штук, которые показывают изображения, с которыми можно взаимодействовать. И это тоже очень круто. А еще там на полу выложена работа клином красным, поэтому это еще и очень красиво. Рекомендацион. Слухай, вот паразмаўлялі, атрымліваецца, пра пэўныя пазітыўныя рэчы. А якія праблемы ёсць у Витебска як горада? А што наракаюць самі жыхары? Знаешь, мне кажется, мы с тобой уже затронули многие из этих проблем в других темах. Например, то, что из города действительно уезжает молодежь и уезжают люди. Мне кажется, это связано отчасти с экономикой. Я не думаю, что Витебск здесь чем-то отличается от других областных городов, потому что в целом, да, есть тенденция отъезда из области в Минск, а из Минска уже за границу или за границу, да, просто что в Европу или на восток. Поэтому из Витебска уезжают. Плюс, действительно, в городе, если не углубляться, то пойти некуда. То есть мне кажется, что если человек без задачи захочет выйти и куда-то сходить, перед этим не поискав в интернете или еще где-то не порывшись, то вряд ли он найдет уйму интересных мест и мероприятий. То есть надо знать, куда идти, надо следить за этой информацией. А вот чтобы выбирать, куда пойти в театр, на лекцию или на какую-то супервыставку, к сожалению, такого пока нету. Пока это ключевое слово. В Новой Беларуси, в Витебске будет уйма интереснейших, прекрасных площадок и мероприятий. Дамовіліся. Слухай, зато у вас есть, например, пешеходка, что есть не в каждом городе. К нашей пешеходке есть вопросы, потому что если сравнить с пешеходкой в Бресте или в Могилеве, например, то там пешеходка более живая, чем наша. Наша пешеходка жива где-то наполовину, то есть какие-то места открыты, да, какие-то бары, кафе, заведения, офисы. Дальше по улице этих мест меньше, и, соответственно, людей не так много. Если ты в Бресте вечером был на Советской, по-моему, так у них называется эта улица, ты видишь кучу молодежи, которая тусуется. В Витебске эта куча сконцентрирована возле нескольких точек. Раньше это был Торвальд и аптека, сейчас скорее это там только аптека, может еще и бисквит. То есть это несколько точек и все. То есть по всей улице особо заняться нечем. И это такая тема для развития, да, то есть можно развивать эту улицу, есть потенциал. Калі казаць не про культуру, а про город у
цэлым як нейкі жывы механізм, пра інфраструктуру, якія праблемы ў гэтым плане у вас ёсць? Можа быць, яшчэ пра экалогію нешта? Знаешь, у нас есть экоактивисты, которые про урбанизм и сторону экологическую города знают больше. Мне раньше очень не хватало каких-то парков и мест, да, где можно отдохнуть природно. Ну а сейчас развивается в центре у нас большой парк. Не могу сказать, что он идеален, но как минимум с ним лучше, чем без него. И это такой плюс за последнее время стал лучше. Если говорить про инфраструктуру, тоже сейчас за последние несколько лет произошло несколько крупных строек. У нас построили большую разводную сеть дорог, так скажем. Я не знаю, как правильно это называется, но это явно улучшило передвижение там, в одной части города. И в другой части города у нас построили новую дорогу. И улицу Гагарина у нас сейчас благоустраивают. Этим благоустройством занимались лет 15 назад, потом оно было заморожено, и вот в этом году планируют к Славянскому базару, конечно же, завершить реконструкцию улицы. Но у нас сейчас еще есть такой мем, что с ремонта путепровода сэкономили деньги для того, чтобы сделать улицу Гагарина. С ремонта улицы Гагарина хотят сэкономить денег для того, чтобы сделать какую-то еще улицу. И вот это пугает, потому что если они власти везде экономят, мне кажется, может пострадать качество. Наверное, это такая советская привычка экономить не всегда во благо. Хотя очень круто, что действительно получается улучшать дороги. Главное, чтобы было хорошо. Калі казаць пра абсурдныя альбо дзіўныя рашэнні мясцовых уладаў, у вас жа, здаецца, збіраліся пабудаваць храм Святой Софіі. На якой стадыі гэта ідэя і як на яе рэагуюць гараджане? Когда планировали постройку храма, местные жители, многие были против странной идеи построить Софию в Витебске, причем на месте парка. Люди выходили, митинговали, и то ли в связи с этим, а скорее всего с тем, что просто закончилось или там, не хватило финансирования, эту историю завернули, то есть София в Витебске строиться не будет. Хотя недавно я заходила в храм Успенский, и там все еще лежал план этого храма Софии. То есть, возможно, идея все-таки еще жива, или от нее остался только план, который лежит в церкви. Не знаю. Ну, мне здаецца, тут яшчэ эканамічны крызіс агульны зараз будзе проста перашкаджаць любым такім глобальным задумкам мясцовых уладаў, так што у некаторым сэнсе можна сказаць, што крызіс гэта і добрая штука. Ну да, знаешь, здесь просто еще непонятно, откуда идет финансирование на постройку церкви. Вряд ли это бюджет, скорее это по линии церкви, хотя непонятно. У нас есть микрорайон новый, в котором сейчас строится прям несколько церквей. Видимо, какие-то небольшие средства, но есть. Мне кажется, эти церкви меньше, чем предполагаемая София, но стройка все-таки идет. Мяне, канечне, радуе, в прынцыпе, як гісторыка, як актывіста, актыўнае будаўніцтва храмаў, асабліва пасля савецкага перыяду, калі большая частка гістарычных культавых будынкаў была знішчана. З іншага боку, я зараз лаўлю сябе на думцы, што, ў прынцыпе, перыяд вось гэтай актыўнай такой рэлігійнасці 90-х, нулявых, калі шмат хто пасля савецкага перыяду шукаў сябе і знаходзіў там свой паратунак, можна так сказаць, у Богу, у веры, ён ужо неяк скончыўся, і ў мяне ўзнікае адчуванне, так як у гарадскога актывіста, таксама ў некаторым сэнсе, што нас чакае там праз 10-20 год шмат новых храмаў у нашых гарадах, з іншага боку яны будуць проста пустыя стаяць, таму што іх проста ніхто хадзіць не будзе там акрамя некалькіх вялізных святаў на год. Согласна с тобой, вот как раз-таки недавно заходя в храм, это было воскресенье, 5 вечера, да, как раз начиналась служба. Храм на Успенской горке, это в центре Витебска, новый большой храм. Увидела, что действительно прихожан не так много. Как мы обсудили со знакомыми, что не так много туда ходит людей, и в центре у нас есть несколько храмов, поэтому нету такого количества верующих, чтобы ходить в эти храмы. И от этого слегка грустно, но по сути у нас тоже за последние, наверное, 10 лет построили в центре несколько церквей, и они улучшают внешний вид и радуют глаз, но, наверное, это не единственная их функция, поэтому большое количество новых построек вряд ли в этом плане хорошо для города. Да, потому что у нас вельмі часто злуюцца, калі чуюць нейкія навіны з заходніх краінаў про тое, што там у нейкіх Нідерландах старую царкву перарабілі, там, не ведаю, трэнажорную залю альбо ў дыскатэку, а з іншага боку, калі размаўляеш з тамтэйшымі актывістамі, жыхарамі, яны кажуць, ну а якая альтэрнатыва, да? Альбо храм будзе просто закінуты, таму што ну горада няма лішніх грошаў, каб яго падтрымліваць у належным стане, альбо ён будзе просто неяк перазадзейнічаны. Таму
таму магчыма нас у будучыні будуць чакаць такія навіны ў гэтым плане. Знаешь, у меня есть пример к этой теме про синагогу. Есть у нас в Витебске руины синагоги, а вообще в Витебске раньше было около 48, по-моему, синагог. Выжили немногие, и вот эти руины планируют покупать и восстанавливать синагогу. Но так как синагога хасидская, хасидов в городе не осталось, скорее всего, это будет культурно-деловой центр, где будут и офисы, и какая-то часть музейная, или даже, возможно, для религиозных каких-то процессов тоже ее можно будет использовать. То есть такой новый взгляд на старое место. И это круто, если получится реализовать этот проект, потому что жалко смотреть, как разваливаются руины крутого культового места, но при этом создание, просто реконструкция этого места, да, без переосмысления тоже, наверное, бессмысленно. Так, а ў плане габрэйскай спадчыны Віцебск жа асабліва вылучаўся, да? Здаецца, у вас там ледзьве не 75% жыхароў горада перад рэвалюцыяй былі габрэямі, так? Я не помню процентов, но действительно более 50% точно было жителей евреев. И мы сейчас записываем подкаст про еврейскую культуру Витебска, поэтому... Ну, гэта прям вельмі незвычайна, так што удачы, файны пачатак. Да, давай прорекламируем наш подкаст. Скоро выйдет подкаст «Айра Витебск» про еврейскую культуру Витебска, где мы будем с разными интересными людьми обсуждать культурное наследие Витебска с позиции еврейской культуры. Что ты еще про Витебск хочешь рассказать? Из того, что я себе помечала, знаешь, мы, наверное, затронули все. Единственное, сейчас Витебск находится в интересном положении. У нас нету мэра, и это, мне кажется, очень круто. У нас позиция вакантна, как написано в Википедии, место свободно. Такая ситуация в стране нестабильная. Город тоже переживает свой период такого отсутствия главы. Это, по-моему, очень забавно. Жень, ты вядомая вельмі вялізнай колькасцю самых розных праектаў. Раскажы, над чым ты зараз працуеш? Спасибо за такое представление. Сейчас мы пишем подкаст, о котором я уже сказала. Делаем телеграм-канал «Некуда пойти Витебск», подписывайтесь. И, возможно, будем продолжать делать какие-то культурные мероприятия, открытые лекции с арт-центром Марка Шагала. Мы начинали эту деятельность до коронавируса, потом приостановили, и вот сейчас, скорее всего, возобновим. В целом, у меня сейчас период отхода от деятельности с одной общественной организацией, а скорее такая деятельность вне организации, а просто инициатива личные. А вот в 2020 году, кстати, мы делали классный проект «Обучающийся город Витебск». Это совместный проект YMCA Витебск и многих организаций образовательных города Витебска, и в том числе Витебского горосполкома. В рамках этого проекта мы проводили много мероприятий для провайдеров дополнительного образования, создали сайт, социальные сети, провели форум обучающегося города. Я надеюсь, что проект продолжит свою жизнь, хотя есть вопросы. Мы сейчас ждем результатов переговоров, взаимодействий различных и поймем, насколько YMCA будет продолжать работать в этом проекте. Вось ты сама прыгадала YMCA. У нас YMCA збольшага, я перакананы, ведаюць толькі дзякуючы аднайменнай песні гурта Village People 1978 года. Яшчэ менш чалавек ведаюць, што гэта наогул арганізацыя, насамрэч, да, Young Men's Christian Association. Што ў Беларусі робіць гэтая арганізацыя? Да? Гэта такое рэлігійнае братства, ці гэта нейкія такія маладыя хрысціянскія дэмакраты? Што гэта? Ой, так много всего есть рассказать, потому что я, на самом деле, в организации с 10 класса. Половина моей жизни связана с этой общественной организацией. На самом деле, YMCA Беларусь — это совершенно не религиозная организация, это молодежная, зарегистрированная в Республике Беларусь общественная организация, которая занимается большим образовательными проектами. Мы проводим лагеря, мы проводим разные семинары и тренинги. В Беларуси есть 7 городов, где есть YMCA. Витебск, Минск, Брест, Воложен, Лида, Молодечно, Бобруйск. Если исторически YMCA — это религиозная организация, да, там есть слово «христианский», то по факту из христианского у нас есть только ценностная ориентация, ну и в целом ценностная ориентация на человека. То есть для нас важен такой гуманистический подход. Мы про любовь и про все хорошее. Если говорить об основных наших направлениях YMCA Беларуси, то это развитие молодежного центра
Старопанимонцы. Это такая деревня в Лидском районе, где у нас есть здание бывшей сельской школы, которое мы развиваем, проводим там лагеря и какие-то мероприятия для молодежи. И также у нас есть серия образовательных проектов для молодых людей, связанная с профилактикой ВИЧ-инфекции, равенством, тренерством, разными ценностными штуками. Вот, в общем, это классная молодежная организация, настоящая, где можно на практике понять, что такое демократия в действии. А такая актыўнасць у АМС ў Віцебска на неяк звязаная з Паўлом Северынцам, ці это незалежна ўзніклыя структуры? Это совершенно разные структуры, и знаешь, у нас в организации мы вот старались и стараемся отличать политическую деятельность от общественной. Даже несмотря на события августовские, все равно наша организация вне политики, вне религии, да, мы занимаемся другим, поэтому нет, мы не связаны с Павлом Северинцем. Все зразумела. Жень, апошняе такое табе пытанне, кім ты сябе бачыш у светлым і файным Віцебску будучыні і што б ты зрабіла такім адным махам, калі б магла ў горадзе, калі б у цябе былі вот усе ключы ад горада? В целом я вижу себя в будущем в Витебске, но есть сомнения в связи с последними событиями. И я впервые в жизни задумалась, а что я делаю именно здесь и почему я до сих пор отсюда не уехала. Я надеюсь, что я найду для себя ответы на эти вопросы, потому что именно сейчас я нахожусь в периоде переоценки, переосмысления себя, своей жизни и будущего своего. А если бы у меня была возможность что-то поменять разом, то, знаешь, у меня есть такая мечта, идея сделать Витебск такой культурной резиденцией, городом открытым для всех и каждого, у кого есть какие-то классные креативные идеи, будь то театралы, художники, поэты, и, не знаю, киношники и так далее. То есть, чтобы в город приезжали крутые творческие люди, привносили свой вклад в развитие города, в развитие себя и в создание такого комьюнити большого и креативного, и творческого, и классного. Дзякуй за такую змястоўную і вельмі натхняльную гутарку. Я нагадваю, што ў нас у гасцях у падкасці «Глыбінны народ» была Евгения Падшэпка з Віцебска. Абавязкова заязджайце ў госці ў гэты файны горад. Не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. Мы гэта заўжды паўтараем. Таксама не забывайцеся подписываться на наш подкаст у iTunes. Спасибо большое. Приезжайте в Витебск. Все покажу, все расскажу, познакомлю со всем, кого знаю. Счастливо.